сегодняшней позиции? Удалось вообще обозначить какое-то свое отношение к выборам тем людям, которые... Главное, что побуждает организаторов этих акций изменять их формат, это исчерпание повестки. Если бы они сегодня заявили митинг, допустим, он был бы совершенно очевидно менее многочисленный, чем предшествующие акции. Ну вот ГИБДД говорит, что 11 тысяч. Поэтому они ищут альтернативные форматы. Это вот автопробег, теперь это самая цепь. Вот. Форматы эти менее обязывающие и, в общем, по большому счету, менее заметные. Но, конечно, 11 тысяч это немало. Это в 4 раза меньше, чем было на, значит, во время шествия последнего, но эти формат другой. То есть, возможно, это формат, который не подходит для России? Почему не подходит? Подходит, ну, просто 11 тысяч, это не 130 тысяч. Формат этот подходит, в принципе, но здесь было две проблемы, точнее, даже 3 проблемы, которые, слава богу, не привели, так сказать, к дезорганизации движения, к столкновениям, но проблемы были. Первая, нет организаторов у акции, соответственно, трудно выявить ответственных. Второе, Садовое кольцо не является замкнутым пешеходным маршрутом, там несколько крупных магистралей, я уж не говорю про мелкие повороты. И существовала угроза, что люди, участники акции или провокаторы перекроют Кутузовские, например, Ленинградские или Восточные выездные магистрали. К счастью, этого не произошло. И третье, существовала угроза, что в районах большого скопления людей у метро, в основном, которое на Садовом расположено, Маяковка, Таганка и некоторые другие станции на Октябрьской,